Всем привет! Сегодня записываем лекцию про сюжет с разбором двух присланных работ. Это сценарий Татьяны Владыкиной, ну, я бы скорее это рассказом назвал, или синопсисом, и историями Сережи, который тоже прислал свои идеи по сценарию. На этих примерах попробуем понять, что такое сюжет, зачем он нужен, как он работает, как его использовать. Давайте начнем с Татьяны, история, которая мне очень понравилась. Я сейчас ее покажу. Вы можете остановить и прочитать, чтобы я не останавливался и не вычитывал отдельно. Можете на паузу поставить и посмотреть. Мне здесь все понравилось. Совершенно шикарные детали. Про зрачки, про детские игрушки. Мне очень понравилось, что приносит телеграмму о смерти. Я не знаю, это специально так задумано, но, по-моему, это очень классная деталь. Я хочу ее использовать в будущем. Так, она такая винтажная, не современно винтажная, будет хорошо сказать. И пугающая. Не успевает на похороны, да, хотя мне не нравится. Ну, такой сюжетный ход. Потому что он не позволяет показать похоронные обряды, которые нам Николай так классно показал. Хотелось бы, чтобы они были. Значит, дальше. Не верящий ни во что, сумерки, идет на кладбище, могила отца. Да, вот это все совершенно шикарно. Это надо брать. Да, руки, ожоги. Это все интересно крайне. Можно что-то об этом подумать еще. Ее водит. Страшный шум, дикий хохот. Да, шикарно. Кстати, в фильме «Льва» тоже были... Я тут себе выкинул. Там тоже был шум леса, надо было его заскринить. Классная штука. Ну, когда эти елки тонкие шатаются, кажется, что они упадут. По-моему, это очень страшно. Детали. Эки малыш. Да, кстати, спонсор сегодняшней лекции — сосед сверху. Сосед сверху. Попади в кино. Да, громкий смех. Вот здесь интересный момент, что Пэлэсмут щекочет. Как бы это показать? Резко просыпается душа потерявшегося братика. Значит, да, еще раз сон. Это не я написал. Это Татьяна написал. Вот классный момент. Наблюдает на место старого моления. Очень классная деталь. Можно, если мы найдем такое, я надеюсь, мы найдем. Древний священный напев. Хочет войти, но не может пошевелить руками, когда женщинам нельзя. Вот тут я бы поспорил. Ну, в жизни нельзя. Она же одна. Значит, снова спит опять. Вот здесь вот это описание про реку и все остальное. Я не представляю, как это снять все. Но это очень дорого. Прям я не понимаю, как это сделать. Но ведро мне понравилось. Что можно на ведре качаться. Что оно чуть не упало. Да, вот опять сон. Родовое святилище. Обязательно. Дух отца тоже. В общем, те, кто прочитал, мне очень понравились все детали. Но это то, что в кино называется монтаж аттракционов. Его придумал наш Эйзенштейн, наш соотечественник в 20-х годах. Ну, в принципе, его и Медьес использовал, но там все-таки не совсем такая идея. Идея в том, что ты засыпаешь зрителя кучей событий,
и он не задается вопросом, почему происходит то или иное. Здесь ключевой вопрос, то есть я возьму все эти детали без исключения, я просто все это возьму, это очень классно и шикарно, но когда вы будете сами писать, обращайте внимание вот на такое вот на одно слово, которое здесь во всей этой истории ключевое. Что значит вводит? Вам не сильно шумит? Я предупреждал, там сосед сверху сверлит. Что значит вводит? Мы как зрители что видим? Мы не видим вводит, мы видим девушка идет. Допустим, девушка слышит голос. Девушка видит человека, который ей машет. Даже не зовет. Потому что зовет — это довольно литературная штука. В кино просто мы видим чувак. Эй! Значит, девушка убегает от чего-то страшного. Чего? Кино, искусство очень конкретное. Оно не любит абстрактные слова. Оно любит, чтобы все было четко. Что она делает? Она идет. Куда она идет? Она брата идет спасать. Откуда мы знаем, что он еще жив, что она что-то сейчас сделает, и он будет живой? Она идет, потому что леший зовет. Как выглядит леший? Это что? Оно какое вообще? Оно большое, маленькое. У него шапка на голове. Как мы понимаем, что это? То есть в кино нет леших. Леший, он в литературе бывает. А в кино есть мужик в шляпе и, там, не знаю, сарафане из веток. Это такое не самая очевидная на самом деле вещь. Потому что, ну, ты вот видишь чувака, почему это леший? Да не почему это не леший, это просто чувак. И то же самое касается голоса. А вы часто ходите за голосом, когда он к вам обращается? Я вот хрен куда пойду, если мне что-то голос позовет в лесу. Я такой, ну нахер, я по съебам оттуда дам. И это конкретно всегда. Поэтому что значит водит? Водит, если мы просто покажем девушку, которая бежит по лесу, это будет один эмоциональный кадр, вокруг которого будет, ну как бы, чтобы который работал, нужно вокруг него построить тоже такую своеобразную довольно жизнь. Это сложно. Поэтому всегда нужно иметь в виду, что во фразе «он водит» скрывается то, что мы называли в истории идея, называется условность. То есть это когда мы себе позволяем делать, что хотим, а не то, что наш герой бы сделал. Либо, если мы хотим, чтобы наш герой был такой, мы должны сделать его таким. Например, он должен быть... Ну, как бы, нет, мы можем сказать, ну вот Удмуртов, оно так. Но это будет очень мало понятно зрителю. Он скажет, я ничего не понял, почему она уходит, почему она пошла туда. И он будет прав, потому что нужно это всегда объяснять. Неведомая сила ведет ее. Вот это пример условности. На экране никакой неведомой силы быть не может. На экране только что-то конкретное. Вот сейчас на экране есть текст, есть закладки, есть моя рожа. Это есть на экране. Неведомая сила, которая толкает меня заниматься творчеством, не существует на экране. Поэтому этот хороший кейс, когда очень классные детали и очень классные события скитания, да, не объединены какой-то стройной сюжетной историей. Например, если мы смотрим на эту историю как Орфей и Евридика или Аленушка и Гуси-лебеди, Орфей или Аленушка и Гуси-лебеди, то там есть конкретная цель. Она должна пройти эти испытания, чтобы брата найти. Ну или Герда, да, Кай. Есть конкретная цель.
И мы знаем точно, что когда она пройдет эти испытания, она найдет брата. Здесь такого не получается. Потому что, а кто нам скажет? Ну что, нам кто-то скажет? Скажет, допустим, чувак, иди вон в тот лес, и я тебе верну брата. А мы такие, чё? Ну типа, почему? Почему ты, чувак, решил, что это за чувак? Соответственно, чтобы мы поверили этому чуваку, чтобы поверили, что чувак говорит правду. Он должен быть очень могущественным. А чтобы он был могущественным, нужно показать его могущество. То есть должно произойти какая-то адовая история, чтобы мы поверили. А ее нет. И не будет, потому что это фильм не про этого чувака. В итоге получается ситуация, в которой мы, как бы просто вводим условность в фильм. А давайте она будет скитаться. А почему она будет скитаться-то, собственно? Что ее заставит? И да, можно сказать, она ищет отца, но как конкретно вот эти события помогают ей искать отца? И когда появляется классный сюжет, когда появляются классные детали, и появляется классная задумка, но нет понимания, что происходит, появляется сон. И не только у Татьяны. У любого из нас такая штука получается. Когда очень классно все и нравится, но непонятно, как объединить. Почему столько снов, откуда столько берется? Потому что хочется, чтобы все стыковалось, а оно не хочет стыковаться. Не хочет подъем на ведре и старое место молебна, и лес, и кладбище, оно все не хочет вместе собраться. И поэтому приходится придумывать сон, в результате которого все хорошо. Я, кстати, согласен, что уже покончить с собой это странно. Я немножко другое имею в виду. Я имею в виду самопожертвование. То есть это немножко другое. Это не самоубийство. Это то, что через каждый герой проходит. Каждый герой должен пережить смерть. И поход в царство мертвых. И вот это как раз пути героя. По-моему, так называется. Можно найти где-то, если написано. Вот. То же самое с Сережей. Я совершенно согласен со всем, что он говорит. Вот можете почитать. Что да, что она правильно и сдержанно доверяет водиться с братом. Я согласен, мне так тоже кажется. Вот здесь интересный поворот, потому что Полосмурт хочет забрать ее. Это мне тоже нравится. Это близко. Бросив брата, да. Умирает ее отец. Не знахарь Настуно считается знающий, да, который смог сдержать. Полосмурт что-то хреново его мог сдержать, если он от него сына забрал. На похороны, Полосмурт, да, охоту на нее. Опять, как конкретно, что именно он делает, как он это делает, почему он к ней пристал, я не знаю. Вот у нее были знахарские способности. Я так понимаю, что эти вещи плохо передаются от отца к дочери. Многие вещи, по-моему, я так понял, нельзя девушке делать. Она взяла всех, кинула, да, я согласен. Да, в полной мере. Значит, да, я тут совсем согласен. Но здесь вопрос конкретики. Что конкретно, как это конкретно происходит. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы переходим к следующей теме истории. Называется история, он же сюжет, которая делится по технологии истории. Это двухактная структура на основе американских ситкомов. Тут на самом деле пугаться нечего, потому что если что-то и конкретно в ситком является, это просто конкретно рассказанная история в короткое время. Поэтому, тут ситком, не ситком, абсолютно никакой разницы нет. Истории строятся примерно одинаково. Она строится вот на чем. Есть проблема. Усугубление первого акта.
акт break, у которой это... Сейчас я расскажу подробнее. Усугубление второго акта, кульминация, резолюция. Это первый акт, это второй акт. Очень легко понять. Проблема – это что-то, после чего герой не может жить, как жил. Вот здесь это может быть хорошее или плохое событие, но больше он жить не может, как жил. Отсюда мы следуем, что здесь есть в всей истории еще одно место, это как герой, да, герой в обычной жизни. Мы задаем ее. Ну да, то есть в ситкоме это не всегда обязательно, потому что мы, как правило, знакомы с героем в обычной жизни, и сразу начинается проблема. Но в принципе, в нашем случае полного метра, когда мы героя не знаем, всегда нужно как-то показать. Усугубление первого акта – это когда проблема усложняется. Акт брейк – событие, которое переворачивает ситуацию и максимально отдаляет героя от цели. И усугубление второго акта, что мы думали, что это максимум, а нет, нифига. Это, ну, грубо скажем, если совсем так, то усугубление второго акта – это доведение героя до крайней точки. Повышение стейка на максимум. Это же нельзя сразу сделать. Получается, что это делается долго. Кульминация сражения героя с антагонистом и победа или поражение. Ну или там, соответственно, любой другой истории по-разному это может выглядеть. Максимальное столкновение темы и контртемы. И резолюция, вывод, кто победил, да? Кто победил и что было после. Да, блин, извините, у меня клава новая. Вот. Такая вот схемка. Есть расширенная схемка, я скину вам в диалог, потом выложим. Вот тут вопросы, которые себе задаешь, пока над этим работаешь. Есть ли связь, в какие ситуации попадает герой, какие у него конфликты, дилеммы, что нового узнаем в каждой сцене, зачем следить, высокий стейк обязательно. Но здесь, что важно понять, проблема – это когда у героя появляется цель. Тут есть хитрость, с которой я сразу сам не освоился, мне ушло на это время, причем довольно большое. Все эти вещи, кроме кульминации, не включают в себя действия героя. Когда вы это пишете, не нужно писать «герой решил заработать миллион», потому что это не то, что произошло. Проблема – это у героя появилась, нашли рак, например, или девушка героя, давайте я просто сейчас тупой сюжет придумаем. Героя хочет от него уйти, но соглашается остаться, если он заработает миллион. Да, блин. Вот это проблема. И когда вы пишете «герой», жил-был герой, водитель трамвая. И вот наша девушка от него ушла и сказала: вернусь, если заработаешь миллион. Это проблема. Проблема это не в том, что он решил заработать миллион. Дальше у него героя появляется цель заработать миллион. Усугубление пиракта, он решил там продать троллейбус. Но, еще раз, продать троллейбус это его действие. А усугубление первого акта в том, что троллейбус
там троллейбус купили, там, не знаю, бандиты. И теперь хотят его убить. То же самое. Проблемы, усугубления, актбрейк и все остальное — это то, что происходит с героем. Его реакция — это то, как он на это реагирует. То, как он себя проявляет. То есть сюжет связан с героем, но не напрямую. Сюжет дает герою возможность проявить свои какие-то качества. Но в нашем случае, поскольку мы пишем ужастики, и мы пишем арт-хоррор, и мы пишем этнический ужастик, то нам нужно проявить не только героя, и даже не столько героя. Наша задача, да, давайте напишем. Наша задача не только героя проявить, но и вот эти ритуалы, национальный характер, какие-то важные для нас места. Поэтому наш герой будет, в принципе, сильно пассивнее, чем герой классической истории, допустим, голливудской. Он будет пассивнее, потому что на нем большая нагрузка, ему еще нужно показать, как мы мертвых хороним, нужно показать национальные платки и все остальное. Поэтому наш герой не будет такой активный, это уже понятно. Иначе он просто будет перетягивать на себя все внимание, это будет бойня с антагонистом. Но в то же время важный для меня момент, поскольку я учился по Good Story ребят, и они меня сами на это натолкнули, мне все-таки не хочется превращать это в беготню. Не в беготню от чувака с бензопилой. Ну, как, в общем, выглядит большая часть русских ужастиков. Ну, то есть герой пришел куда-то, и дальше начинается трэш твориться. И он как-то вынужден выживать. Вот между такой Сциллой и Харибдой я пытаюсь пройти. Давайте разберемся с нашей историей. На самом деле у меня уже есть наброски, и я уже, мне кажется, что я придумал, в общем, сюжет, поэтому мы сейчас будем его разбирать постепенно, чтобы понять, как к этому пришли. Я попробую воссоздать его заново, чтобы нам не читерить. Главная задумка, что такое история, это как меняется сюжет. То есть у меня есть такая задумка, что от дисгармонии совой через травматичный опыт принятию к эмпауэрменту. Довольно много у меня ушло усилий за время придумывания этого сюжета на то, чтобы понять. То есть у меня было такое, я на этом застопорился. Потому что у меня получалось, что есть несколько входящих данных. Есть отец, который, видимо, ее винит за смерть брата. Есть смерть, исчезновение брата. Есть мистический получеловек. Но в то же время, вроде как, видимо, у него еще и есть связь с антагонистом. Мне бы хотелось, чтобы героиня в конце сама проявляла какие-то мистические силы. Соответственно, это тоже надо когда-то придумать. И плюс у нас есть какое-то описание героини. Вот тут мир персонажа. Вот она удмурт, и она знает язык, и у нее есть свои какие-то цели и стейки. Стейк должна быть семья. В общем, очень много загадочная, сложная история. И я все никак не мог это понять, потому что пытаюсь понять, что важнее. Для становления героя смерть брата важнее? Или отношения с отцом? Или отношения с семьей, потому что с тем же, со старшим братом, может, с мамой. Что в основе героини? И я пошел с двух концов. Во-первых, я задал вопрос, чем заканчивается. А заканчивается у нас по высказыванию. Я завис или что?
Не знаю, будет все работать. Заканчивается по высказыванию у нас на том, что национальная культура источником сил для того, кто подчиняет ее себе. Источник сил. Что героиня берет в руки национальную культуру. Соответственно, конец должен быть хороший, да? И чем начинается? Так, ну я не понимаю, что происходит. По идее, раз звук есть, камера тоже есть, но я как-то странно завис. Давайте я перезапущу и продолжим.